С каждым годом растет количество больных, которым жизненно необходимы дорогостоящие препараты. Увеличение качества жизни и лекарственное обеспечение является одной из самых важных задач для современной медицины. Несмотря на то, что государство и отдельные субъекты делают все возможное, чтобы наладить систему лекарственного обеспечения граждан, некоторые больные еще сталкиваются с недостатком льготных препаратов. В последние годы из-за введенных санкций и закрытия для России рынка поставок известных лекарств приходится искать выходы из сложившейся ситуации. Усложняется все и тем, что некоторые препараты очень дорогие, к примеру, для больных онкологическими заболеваниями. К тому же большой процент граждан с инвалидностью просто отказываются от социального пакета. Из почти 70 тысяч инвалидов свой социальный пакет сохранили 15%, что ложится вот эта вся потребность, которую мы не можем обеспечить. Там есть пациенты, которые имеют инвалидность, которые отказались от соцпакета, но им ежемесячно необходимы дорогостоящие лекарственные препараты. Не обеспечить, у нас нет механизма их не обеспечивать, поэтому обеспечить мы их должны за счет регионального бюджета. Мы активизировали разъяснительную работу с населением в плане того, чтобы они не отказывались от соцпакета. На теме отказа от социального пакета собравшиеся останавливаются подробнее. В Ингушетии, согласно статистике, самый большой процент нежелания граждан пользоваться социальным пакетом. К тому же в последнее время перечень препаратов, на которые могут рассчитывать льготники, расширили вдвое. Все препараты любой льготник может прийти и требовать с Минздрава. Соответственно, вот эта вот разъяснительная работа именно на местах, даже не столько депутаты республиканские, сколько муниципальные депутаты в селах должны доводить до граждан. То есть сегодня сохрани этот соцпакет, не отказывайся от него. Многие жители республики, которые могут рассчитывать на льготное лекарственное обеспечение, не знают, какие именно препараты им полагаются. Здесь важно активизировать информационную работу. Собравшихся в зале работников учреждения здравоохранения просит уделить большое внимание ведению личных сайтов больниц и поликлиник. Не думайте, что они сидят и не смотрят ваши сайты, вашу информационную информацию, которую вы выставляете на своих сайтах. Но она очень низкая и скудная. Вот пожелание, вот когда Ахмед проводит проверку, вы же тоже там участвуете, ФОМС когда участвует, да, информационно насыщенность своих сайтов вы контролируете. В 2023 году в Ингушетии льготную категорию граждан обеспечили необходимыми лекарственными препаратами за счет федеральных средств на сумму более 69 миллионов рублей, в том числе и детей на сумму более 8 миллионов рублей, за счет республиканского бюджета на сумму более 52 миллионов рублей, детей более 12 миллионов рублей. С начала этого года отпущено более 10 тысяч рецептов льготным пациентам за счет регионального бюджета больше 6 тысяч. На препараты могут рассчитывать пациенты с определенными заболеваниями. Есть препараты, вот как я сказала, для онкологических пациентов, есть препараты сахароснижающие для пациентов с сахарным диабетом. Мы знаем, что без инсулина пациенты с сахарным диабетом тоже качество жизни их страдает. Это дети со всеми заболеваниями, и сложными заболеваниями, и с пороками развития какими-то. Это люди, у которых есть инвалидность в обязательном порядке. Это пациенты с туберкулезом, с ВИЧ-инфекцией и так далее. Это тоже обеспечение входит за счет средств нашего бюджета. Для получения рецепта, дающего право на отпуск лекарственных препаратов, пациенту необходимо обратиться к участковому терапевту, педиатру, врачу общей практики и не только, которые выпишут препараты в соответствии с льготным перечнем и по виду заболевания. Рина Сычоева, Султан Магушков, Магаз 24.